Яна родилась в селе Чапаево Западно-Казахстанской области. Ее мать Галина воспитывала дочь одна. После окончания школы Яна поступила на грант в университет, и семья перебралась в Атырау. Параллельно Яна работала. Во время учебы в университете Яна познакомилась с Резуаном, а в июне 2024 года они начали встречаться. Это и стало началом конца. Для Яны Резуан был первым мужчиной в ее жизни. Она искренне любила его и ждала взаимности. Но спустя месяц Яна узнала, что у Резуана Хаиржанова есть другая, на которой он собирается жениться. По одной из версий, Яна грозилась рассказать той девушке о своих отношениях с Резуаном, за что якобы Резуан и убил ее. Но есть и другое мнение. Мама Яны уверена, что ее дочь была беременна. Галина считает, что это тоже стало одной из главных причин убийства девушки. Яна пропала в октябре. Она пошла на встречу с Резуаном Хаиржановым и исчезла. Последний раз девушку увидели в его машине. Мама Галина сразу заподозрила неладное. Она нашла дневник дочери. Там были записи, где упоминался некий Р. Яна была близка с матерью и рассказывала ей о Резуане. Галина сразу же ему позвонила. Парень не смог нормально ответить на вопросы, говорил, что давно не видел Яну, но при этом заикался. Галина поняла, что он врет. Мать обратилась в полицию. Следствие длилось несколько месяцев. Долго не могли найти тело. Неизвестно, чем бы все это могло закончиться, если бы на помощь не пришел фонд «Не молчи». Благодаря его вмешательству дело получило огласку.